Жители Сыктывкара обеспокоены пропажей соли из магазинов. В разгар сезона заготовок знаменитый украинский бренд каменной соли практически исчез с прилавков. Таисия Шляхтина прошлась по магазинам столицы, чтобы выяснить, есть ли повод для беспокойства. Эта соль в привычной нам упаковке скоро исчезнет с прилавков. В магазинах Сыктывкара распродают остаток. Все потому, что производят продукт в украинском Донецке. И по понятным причинам поставки оттуда в Россию прекратились. Некоторые горожане, привыкшие использовать именно эту соль, забеспокоились, но продавцы уверяют, опасаться нечего. Дефицита соли точно не будет. Этому привозному товару всегда найдется российский аналог. Причем цена и качество не будут уступать украинскому продукту. Мы все прикладываем для того, чтобы даже в условиях санкций сейчас, тем более товары, которые входят в основную потребительскую корзину, они были на полке, и за цены мы тоже бьемся. Так что совершенно напрасные переживания. Да, может быть, привычный бренд, опять-таки повторюсь, он уйдет, но есть абсолютно идентичные марки. Соль – и единственный украинский продукт, исчезновение которого сыктывкарцы заметили. Конфеты и печенье из Незалежной уже давно не продаются, консервы на исходе. Но все это с лихвой заменили отечественные товары, так что потребитель спокоен. Стараюсь местные брать, поэтому мне как-то это... Я наоборот даже смотрела, если Украина не брала. Какую покупаете соль? Соль всякую, какой попадется, какой продукт нужен. Покупатели не страдают от этого. Есть замена, есть и другой товар тоже, другой производитель. Некоторые покупатели даже говорят, что хорошо, что нет украинского. Принципиально не берут. Потому что у нас ругают то, что мы выкладываем товар, который Украины производитель. В России страху продуктового дефицита люди подвержены сильнее, чем в других странах, отмечают психологи. Все дело в родовой памяти. Многие еще помнят те времена, когда прилавки магазинов были пусты. Специалисты советуют, при появлении признаков продуктовой паники нужно включить рациональное мышление. Нужно задуматься о том, сколько сейчас у меня имеющихся продуктов, сколько мне нужно и на какой период времени мне хватит. И вообще задуматься, откуда эта информация пришла. Потому что, как правило, в обществе есть такие люди, так называемые паникеры, которые раздувают панику, подогревают ее. Впрочем, кое-кому исчезновение украинских товаров все же аукнулось. Недавно в Сыктывкаре открылась так называемая криосауна. Клиенты здесь оздоравливаются с помощью сухого холодного воздуха. Кабина при этом нуждается в постоянной подаче жидкого азота из сосудов Дюара. Инженерами было спроектировано так, что система подачи была рассчитана на сосуды Дюара, которые производятся в Украине. Это завод «Химмаш», Житомирская область, город Коростень. И когда мы летом искали эти сосуды Дюара, оказалось, что с февраля 2014 года на оптовые склады они не поступали. Выход владельцы салона все же нашли. Инженеры приспособят систему подачи азота под наши отечественные сосуды. Это даже хорошо, говорят в салоне. У российского производителя появится еще один покупатель. Таисия Шляхтина, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.